Дорогие уйгуры, друзья и все любители истории. Добро пожаловать на канал Biz Уйгурлар. Сегодня мы продолжаем документальную серию «Уйгуры Монгольской империи. Хроники династии Юань». Мы перевели для вас оригинальные китайские исторические хроники, главный и наиболее достоверный источник по истории Монгольской империи и династии Юань. Именно эти летописи рассказывают, как была создана, достигла вершины могущества величайшая континентальная империя в истории человечества. В 1260 году внук Чингисхана и сын Талуя, Хубилай-хан, стал великим ханом. А в 1271 году он официально провозгласил династию до Юань, Великая Юань, сделав своей столицей Ханбалык, современный Пекин. Эти хроники документально доказывают, что уйгуры были настоящим мозговым центром Монгольской империи. Уйгурские чиновники, военачальники, дипломаты, ученые, переводчики и администраторы стояли у истоков государственного строительства, налоговой системы, почтовой службы, культуры и нового мирового порядка Pax Mongolica. Именно благодаря уйгурам, их знаниям, имперскому опыту и преданности, кочевники-монголы смогли управлять огромными территориями от Кореи до Европы и создать просвещенную империю, которая во многом предвосхитила современную глобальную цивилизацию. Каждый ролик этой серии — это погружение в реальные события, имена и судьбу наших уйгурских предков, которые творили историю великой эпохи. Приятного прослушивания! Ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с теми, кому важна настоящая и великая история уйгурского народа. Барчук Арт-Тегин Идикут. Титул Идикут – это царский титул уйгуров. Уйгуры – это хойхэ эпохи Тан, их царской ставкой был Каракарум. В эру правления Хайчан, 841-846 года, хойхэ постигли внутренние смуты, также на них напало соседнее государство, сожгли их ставку, их части расселились. Остатки народа переселились в Хоучжоу, Карахаджо, они также владели землями Бейтин-Бали, Бишбалык, на севере доходили до реки Ачжу, Иртыш, на юге граничили с Сявсуджоу, на востоке доходили до Удуня, Донхуань, на западе граничили с Тибетом, сменили китайское название уйгуры с хайхэ на вэйво. Ко времени Юэсин Тимура, отца Барчука Арт-Тегина, они были вассальным государством Западного Ля. Когда Барчук Арт-Тегин вступил на престол, правитель Западного Ля Ачжилугу отправил своего великого наставника Шацзюня надзирать за его государством, но тот своевольничал и самовластно распоряжался. Барчук Арт-Тегин не мог этого вынести. По совету государственного министра Пелига Тимура заключил с монголами союз для внешней поддержки, затем убил Шацзюня, отправил своих сановников Бэцэзис, Алин Тимура и других для выражения преданности. Это был 4-й год правления Тайцзу Чингисхана. Еще не отправившись по приказу, как раз прибыли посланцы Чингисхана Анлубу-Йону и другие. Барчук Арт-Тегин очень обрадовался, оказал им щедрый прием, приказал Бэцэзис вместе с посланцами отправиться ко двору и передать: слышал от проходящих людей, что Каган величествен и великодушен, умело успокаивает народ, вот и отказался от старой дружбы с каракиданями. Отправляю посла для выражения искренности, а также сообщаю о положении в государстве Гурхана. Не ожидал, что ваши посланцы, преодолев дальний путь, первые снизойдут до нашего государства. Это подобно тому, как тучи рассеиваются и видно солнце, лед тает и получается вода, радости нет предела. Отныне и впредь желаю вести свой народ быть вашими слугами и сыновьями. В то время Меркит Тахтоа был убит стрелой, его сыновья Хуту и другие, положив голову отца в ящик, переправились через реку Иртыш и собирались бежать к уйгурам. Сначала отправили своего подчиненного Эбугана для заключения мира с уйгурами. Барчук Арт-Тегин убил его. Когда Хуту прибыл, он сразился с уйгурами у реки Чжань, потерпел поражение и бежал. Барчук Арт-Тегин, зная, что меркиты были заклятыми врагами Чингисхана, отдельно отправил посланцев Арселан-Ваджи, Хучелу-Ваджи, Баладезини и Наньхая налегке, на быстрых конях. Опередив Бэцэзис, прибыли с сообщением о победе. Вскоре Бэцэзис вместе с Анлубу-Йону также прибыли. Чингисхан был очень доволен и сказал: «Идикут действительно может проявить искренность и приложить силы для меня». Затем вновь отправил Анлубу-Йону с наградами, а также пожелал местные товары. Вскоре Барчук отправил посланцев с драгоценностями и местными товарами для представления в качестве дани. Весной в 1211 году Барчук представился Чингисхану в походной ставке на Керулене, сказав в докладе: «Если ваше благосклонное внимание снизойдет до меня, близкие и дальние
узнают, что я смог найти место в складках одежды вашего величества, присоединившись к ряду 4 сыновей, это будет великое счастье. Чингисхан, тронутый его словами, отдал ему в жены свою дочь, госпожу Ханум Алага, поставив его в ряд 5-м сыном. В 1219 году императорский кортеж лично выступил в западный поход. Барчук-ар-Тыгин во главе 10-тысячного войска следовал за ним, вместе с царевичем Джучи взял город Янгикан. По приказу во главе своих войск вернулся. Позднее также следовал в походе против западного Ся, имел заслуги. Изначально Чингисхан предназначал госпожу Ханум Алага в жены Барчук-ар-Тыгину. Его главная жена ревновала и не позволяла жениться. После смерти жены, когда Угэдэй вступил на престол, только собрались отправлять принцессу для брака, как принцесса вскоре скончалась. Вскоре и Барчук-ар-Тыгин также скончался. Сын Кэши-Маин унаследовал титул, вскоре умер. Младший брат Салунг-Тэгин унаследовал титул. В начале правления Сянь-Цзэзуна-Мункэ, Салунг прибыл ко двору. В Бишбалыке были ложные слухи, что Салунг хочет перебить всех подданных, исповедующих ислам. Его слуга донес властям. В то время Сайфу-Хэддин управлял Бишбалыком, он пригласил Салунга вернуться для расследования. Выяснилось, что этого не было. Однако его слуга упорно свидетельствовал об этом, дело стало известно двору, приказали Менгесарю провести повторное расследование. Под пытками Салунг оговорил себя, и тогда его казнили. Приказали его младшему брату Юйгулунчи-Тэгину занять его место. Мункэ-хан в то время имел претензии к потомкам Угэдэя, всех старых слуг Угэдэя среди уйгуров, из-за этого почти всех изгнали. Юйгулунчи-Тэгин скончался, его сын Мамула-Тэгин унаследовал титул. Во главе войска Тамачев 10 тысяч человек следовал за Мункэ-ханом в Шу-Сычуань, осаждал Хэчжоу. После возвращения войск скончался. На 3-м году эры правления Чжиюань, 1266 год, Шидзу Хубилай повелел его сыну Хачихар-Тэгину унаследовать титул. Позднее на него напал Дува, уйгурский народ разбежался, указом предписали Хачихар-Тэгину собрать и успокоить их. В 1285 году Дува и Бусыба, Бука-Темур во главе 120 тысяч войск осадили Хачжоу, Карахаджо заявив, Ачжица и Зияолучи имеют войско в 300 тысяч, но все равно не могут противостоять мне. Как ты смеешь одним городом сопротивляться мне? Хачихар сказал, мои предки из поколения в поколение имели здесь государство. При жизни, это мой дом, после смерти, моя могила. В конце концов не последую за тобой. Осада длилась 6 месяцев и не снималась. Наконец, Дува привязал письмо к стреле и выстрелил в город, говоря, я тоже потомок Чингисхана, почему не присоединяешься ко мне? К тому же твой предок тоже женился на принцессе, если можешь выдать за меня свою дочь, то сниму осаду, иначе буду атаковать тебя. Хачихар сказал, разве я пожалею одну дочь, чтобы не спасти жизни народа? Но я в конце концов не увижу ее. Вывел свою дочь Елей Хэмиши. На богатых покрывалах спустил с городской стены и отдал им, тогда Дува отступил. Позднее Хачихар прибыл ко двору, Хубилай восхищенно вздохнул. Он женился на принцессе Бахар, дочери Динце-Зуна. Гуюк-хана и дополнительно ему пожаловали 20 тысяч дин ассигнаций для помощи его народу. Хачихар, поскольку Хаджоу Карахаджа был разорен, переселился на место Хами к югу от округа. Его военные силы были малочисленны и слабы. Северное войско внезапно напало, он пал в бою. 3 сыновей, Нюлин-Тэгин, 2-й, Сэн-Читай, 3-й, Сюй-Сюэ-Тэгин. Нюлин-Тэгин был еще мал, он прибыл ко двору и просил войска, чтобы отомстить за отца. Хубилай восхитился его храбростью. Он женился на принцессе Булухань, внучке Угэдэя, после ее смерти женился на ее младшей сестре, принцессе Бабуча. Указом предписали Нюлин-Тэгину оставаться в Юнчане и ждать совместного выступления с военачальниками Северного похода. Как раз когда Тусима Тибета подняли мятеж, приказали ему, как Жунлу Дафу и Пинч-Жанши во главе своего войска Тамачев 10 тысяч человек усмирять Тибет. В начале эры правления Чжида 1308 год его отозвали обратно, он наследовал как Идикут, пожаловали золотую печать. На 3-м году эры правления Янью, в 1316 году, впервые на основании прежних прецедентов пожаловали титулом князя Гаочана. Дополнительно пожаловали печать с верблюжьей ручкой, учредили должность наставника князя. Его княжеская печать с верблюжьей ручкой действовала в китайских землях, печать Идикута действовала в пределах уйгурских земель. После смерти принцессы Бабуча женился на принцессе Улачжэнь, дочери князя Ансиананды. Вновь основал уйгурский город. На 5-м году в 1318 году скончался. 3 сыновей, Темур-Буха, Цзяньцзи и Тыпину. Темур-Буха в эру правления Даде 1297-1307 годы женился на принцессе Дуэрь-Жисымань, внучке Куадуань, сына Угэдэя.
В эру правления Чжида 1308-1311 годы следовал за отцом ко двору, остался для несения дворцовой стражи, также служил императрице-матери в восточных палатах. В звании Чжун Фэндафу управлял делами Идикута. Затем вышел на пост Даругайчи Гунчана и других мест, охранял княжеский титул для своего дяди Цэйн Читая. Но тот отказался принять, потому Тимур унаследовал титул князя Гаочана. В эру правления Чжи 1321-1323 руководил войсками Ганьсу, по-прежнему управляя своим царством. В эру правления Тайдин Йосун Тимура 1324-1328 годы его отозвали обратно. С этого времени земли уйгуров вошли во владение потомков ханов Чагатай. Тимур Буха вскоре по приказу вместе с князем Вэйшунь Куанч Бухуа и другими был направлен нести гарнизонную службу в Синьяне. Ему пожаловали звание Кайфу и Тунсысы, Пинчжэнши провинции Хугуан. В первый год эры правления Чжихэ 1328 год по приказу Тук Тимура вызвали в Пекин для помощи в усмирении внутренней смуты. В то время Цзочин, заместитель министра провинции Хугуан, совершил преступление, указом предписано казнить его. Тимур Буха подал за него прошение, и в итоге он был помилован. Тот человек обычно не ладил с Тимур Бухой, все восхитились его великодушием. Тимура оставили и пожаловали Кайфу и Тунсысы, высшего сановника, Шанчжуга, старший столб государства, Лу Цзюньгэчжунши, регистратор армии и государства, Чжишумиюниши, министр обороны. Титулы Идикута и князя Гаочана уступил своему младшему брату Цзяньцзи. На втором году эры правления Тиньли 1329 год пожаловали Цзо Чинсином, премьер-министр. В третьем месяце перевели на должность Тай Цзэйчжанши, управляющий наследником престола. В 10 месяце вновь пожаловали Юйши Дафу, великий цензор, перевели на Чжишумиюниши, министр обороны. В первый год эры правления Юаньтун 1333 год вновь стал Юйши Дафу. На шестом году эры правления Чжиджен 1340 год пожаловали Цзо Чинсином, наблюдал за составлением государственной истории. На первом году эры правления Чжиджен 1341 год отстранили. На 11 году 1351 год были клеветники на Тимур Буху перед Чинсином Токта, ложно обвинявшие его в заговоре с целью причинения вреда сановнику. Токта доложил императору и его казнили. А также казнили Юйши Дафу хан Цзяна. Еще хотел убить Тайпинно, младшего брата Тимур Бухи, Шаншу Шинсинбу, министр юстиции, Сун Вэнь Цзань, считая, что нет достоверного обвинительного заключения, опротестовал это, и Тайпинно наконец избежал казни. Цзяньцзи на втором году эры правления Чжишунь 1331 год как Идикут, и князь Гаочана передал титул Тайпинно. Умер. Сын Юэлу Тимур унаследовал титул, позже умер. Сын Сангэ унаследовал титул. Сюйсюэ Тэгин, зять императора, правый Чинсян, пожалован титулом князя Тунчана. Сын Даэрдэ Тэгин, зять императора, Чинсян провинции Цзиньчжэ, пожалован титулом князя Цзиннани. Сын Даэрдэ Тэгина, Баян Буха Тэгин. Баян Буха Тэгин, прозвание Цзянья, был свободолюбив и любил учиться. Изначально благодаря милости за отца занял должность Тунчжи Синчжоулу, затем перемещен в Цзиньдэлу. Бандиты из Хайчжоу напали на Суянь, Баян Буха Тэгин во главе правоохранительных сил разбил их, также захватил мятежного бандита Фан Цзиньчжи из Чуньяни. За заслуги повысили до Цзунгуаня, губернатора своей области. На 16-м году эры правления Чжиджен в 1356 году назначен Даругайчи Цзэйчжоу. На следующий год Паньгуань Син Шумиюэня, высший советник Верховного военного совета. Алухуэй вел войска через Цуйчжоу. Армия не имела дисциплины, где проходила, там грабила. Баян Буха Тэгин сказал: Алухуэй, с государственными войсками, причиняет вред народу. Это враг государства. Тогда он возглавил войска и изгнал их за пределы своей территории. Переведен на должность Ду Юаньшуэ, главнокомандующего войсками Чжэдуна, защищал Цуйчжоу. Вскоре повышен до Линьфуша Цзиньдунда, вице-комиссар по надзору. В 1358 году, во втором месяце, цзиньсийский Чэнь Юлян отправил своего бандитского приспешника Ван Фэнга, с заявленными 200 тысяч, напасть на Синьчжоу. На следующий год, в первом месяце, Баян Буха Тэгин из Цуйчжоу повел войска на помощь. Фэнга потерпел поражение и бежал. В то время князь Чжэньнань Дашенну, Паньгуань Шумиюэня, высший советник Си Жунь разместили войска в городе. Слышав, что прибыл Баян Буха Тэгин, открыли ворота и вышли поприветствовать, выстроились в ряд и поклонились перед его конем. Баян Буха Тэгин поднялся на городскую стену, осмотрелся вокруг и поклялся лично разбить врагов. Спустя несколько дней враги вновь атаковали город. Баян Буха Тэгин устроил большой пир для офицеров и солдат, заключив договор. «Ныне разобью врагов, кто
кто не последует приказу, казню. Затем приказал младшему военачальнику Дадулою возглавить войска Асаф-Аланов и народное ополчение в левое крыло, выйти из южных ворот. Гаа и Фань Цзэжун возглавить войска Синьяна в правое крыло. Сам вместе с Худубухуа возглавил центральные войска, чтобы выйти из западных ворот. Прямо ворвались во вражеский лагерь. Отрубили несколько тысяч голов. Враги пришли в смятение. Фэнга был почти захвачен в плен. Вражеские подкрепления внезапно прибыли. Худубухуа вновь сдержал их войска, сразился и разбил их. Во втором месяце младший брат Юляна Юйде разбил лагерь к востоку от города. Вокруг города поставил чистокол. Атаковал все яростнее. Также отправили ложного Ваньху Чжоу Бэо Цзя для уговоров сдаться. Гаи тайно сговорился с врагами, обманул Худубухуа, сказав, что если встретиться с Фэнга, то военный конфликт можно уладить. Худубухуа поверил ему, повел Фань Цзэжуна и 10 человек навстречу. Фэнга заключил их под стражу и не отпустил. На следующий день Фэнга приказал Гао и хитростью заманить Баян Буха-Тегина. В то время Баян Буха-Тегин сидел на городской стене, увидел, что Гао и один подъезжает на коне. Баян Буха-Тегин сказал ему: «Ты заманил 10 военачальников, ни один не вернулся. Теперь вновь пришел заманить меня. Мою голову можно отрубить, но ноги не сдвинутся с места». Затем перечислил всю его вину и обезглавил. С тех пор днем и ночью сражался с врагами. Летом в 4-м месяце был кто-то громко кричавший под городской стеной: «Есть указ». Советник Хайлудин подошел к городской стене и спросил, откуда указ. Тот ответил: из Цзиньси. Хайлудин сказал: «Это враги. Мы сановники юаньской династии, разве можем принять ваш ложный указ?» Кричавший сказал: «Мой государь слышал, что Синьчжоу долго не сдается. Зная о вашей верности и справедливости, специально прислал указ. Вы напрасно защищаете пустой город. Что собираетесь делать?» Хайлудин сказал: «Ты слышал о подвиге Чжан Суяна?» Ложный посланец не ответил и ушел. Баян Буха-Тегин усмехнулся и сказал: «Враги хотят, чтобы я сдался, но с городом я разделю общую судьбу, это я уже обдумал». В то время армия и народ ели только траву, побеги, чай, бумагу. Когда это кончилось, собрали подошвы сапог, варили и ели. Когда и это кончилось, выкапывали мышей, ловили птиц для еды. В 6-м месяце Фэнга лично пришел атаковать город, не прекращая ни днем, ни ночью. Враги прорыли более 100 подкопов, либо лезли на стену по лестницам друг за другом. Ваньху Гэумайер со своим отрядом перешел на сторону врага и город пал. Сижунь сдался, Дашенно и Хайлудин оба погибли. Баян Буха-Тегин, сражаясь из последних сил, не смог и тогда перерезал себе горло. Его военачальник Цайши перебил всех своих жен и детей, а затем вместе с Цзянгуаном сражался с врагами на улицах. Цайши был убит, Цзянгуан был захвачен Фэнга. Враги, восхищенные храбростью Цзянгуана, уговаривали его сдаться. Цзянгуан сказал: «Я лучше умру верным, чем буду жить сдавшимся. Вы бандиты, разве я склонюсь перед вами?» Враги в гневе четвертовали его. Был еще некий Чэнь Шоу, житель Синьчжоу. Баян Буха-Тегин, зная, что у Шоу есть физическая сила, нанял его в правоохранительные службы. После поражения в бою он был схвачен врагами, ругался и не покорился. Враги сожгли и убили его. До этого, когда Баян Буха-Тегин шел на помощь Синьчжоу, он однажды, глядя на юг, заплакал и сказал: «Я как императорский судья знаю, что высшее – это служить императору, потом – спасать народ. Больше ни о чем не могу беспокоиться, думаю только о своей престарелой матери». В тот же день вошел и поклонился своей матери, госпоже Синьюй, сказав: «Сын ныне не сможет служить матери». Мать сказала: «Ты, верный сановник, даже если я умру, то о чем жалеть?» Госпожа Синьюй была дочерью начальника архива Тайчана Шу. Баян Буха-Тегин затем приказал своему сыну Есиньбухе сопровождать его мать окольными путями в Фуцзянь. Доставил печать управления Линьфуши Чжедуна в Синь-Юйшитае, защищая изолированный город, погиб. Когда дело стало известно двору, посмертно пожаловали имя Хуаньминь, решительный и проницательный.